Обратите внимание на кружевные проекты моста. Строительство Троицкого моста являлось важным политическим шагом навстречу Франции, с которой у России тогда были хорошие экономические и деловые связи. Открытие приурочено к 200-летию Санкт-Петербурга. В газетах новую переправу называли французской или парижской красавицей. Широко известен эксперимент советского летчика Чкалова, который прилетел на своем самолете под Троицким мостом в Нью-Йорке. Исполнил он его, конечно же, самого. Говорят, для того, чтобы поразить своим будущим женихом, за что и был посажен командиром на гауптвахту. Слева за Троицким мостом начинается Петровская набережная. Ближе к мосту располагается Троицкая площадь, на которой раньше находился Троице-Петровский собор, давший название многим объектам вокруг. По своему рангу собор считался вторым в Санкт-Петербурге после Исаакиева. Чтобы для Санкт-Петербурга хватило материалов, каменное строительство было запрещено по всей России. Поэтому многие каменщики перебрались из других регионов сюда. Для них Петербург долгие годы был единственным местом работы. В первые годы строительства Санкт-Петербурга Петр I хотел создать вокруг столицы кольцо загородных домов и дворцов. Притом стали загородным местом. В настоящее время сохранившиеся господские дома этих усадеб находятся в самом центре разросшегося города, а парки были застроены домами в более поздний период. Из храма виден летний сад, старейший сад Санкт-Петербурга. Он находится на острове, фонтанкой, мойкой и пляжным каналом. Его закладкой в начале XVIII века руководил сам император Петр I. Летний сад был устроен в регулярном стиле. Этот стиль в Европе был очень популярен, в особенности во Франции. Неудивительно, что и летний сад проектировал французский архитектор Жан-Батист Леблан. Особенностью таких парков были геометрически выверенные